Меня зовут Марина Литвиненко. Мой муж Саша Литвиненко, как я его обычно называю, а часто о нем пишет Александр Литвиненко, стал известен во всем мире после того, как его убили. Убили почти 10 лет назад, уже больше 10 лет назад в Лондоне. Убили его радиоактивным полонием. Это стало известно как первый случай в мировой практике использования радиоактивного материала против одного человека. А познакомилась я с ним в 1993 году, когда он пришел на мой день рождения. И это было, как мы называли в дальнейшем, мой подарок. Потому что, когда я его встретила тогда, я не думала, что наша жизнь когда-нибудь будет связана вместе. Я просто отметила, что это был очень светлый, очень добрый, где-то застенчивый молодой человек. Потому что он выглядел даже моложе своего возраста, тех 30 лет, которые мы тогда были. А так получилось, что мы стали вместе, и я очень счастлива тем годам, которые мы были вместе. И, конечно, я очень сожалею, что его нет рядом со мной сейчас. И я очень благодарна тем словам, которые я слышу каждый раз при встрече с чеченцами. Это происходит достаточно часто, потому что Ахмед Закаев, его семья, его близкие остаются и моими близкими друзьями. И каждый раз, когда он приглашает меня на какие-то мероприятия, я слышу от людей, которых я никогда не встречала, очень много теплых слов. А главное, они действительно считают меня родной. И это настолько ощущается. Но что удивительно, Саша известен не только среди русских и чеченцев, он известен и среди англичан. И очень часто, когда меня узнают на улице, люди очень деликатно, очень осторожно подходят ко мне и говорят, что они знают мою историю, они очень переживают вместе со мной и считают, что это очень правильно, что я довела это дело до того уровня, до которого мы дошли. Уровень был очень серьезный. Последнее, что случилось в этом деле, это были публичные слушания. Это было экстраординарное, потому что те доказательства, которые были представлены на этом процессе, они доказывают очень многое. Во-первых, то, что действительно Саша был убит радиоактивным полонием, что это никогда до этого в мире не происходило, и что это радиоактивное полоний можно получить только при помощи государства. И это стало тем доказательством, что за убийством моего мужа стоит российское государство. Суд не мог вынести приговора, потому что люди, обвиняемые в этом преступлении, а сейчас я могу с полной уверенностью сказать, что Луговой и Ковтун — это убийцы моего мужа, они в России. Россия отказалась их экстрадировать. И поэтому тот суд, как мы его понимаем, не мог состояться. Но те доказательства, которые были собраны в течение этих долгих лет, и то полицейское расследование, которым я действительно горжусь, потому что оно было доведено до этой логической точки, и та работа медиков, которым тоже было невыносимо трудно признать то, что Саша был в итоге отравлен радиоактивным полонием, потому что никто об этом не думал с самого начала. Потому что Саша не умер в один день, в одночасье. Саша умирал долгих 23 дня. И с первой же минуты это была мучительная смерть. Это была пыточная, потому что это была невероятная боль. Это были очень серьезные страдания. С первых же минут он не мог ни пить и ни есть. Но все эти дни мы боролись вместе с ним и верили, что доктора смогут найти то, что с ним случилось, найти причину. И так как Саша был очень сильный, очень здоровый, что он обязательно выживет. В этом была вера. Говорить о том, что удовлетворена я или нет до конца, то что мы достигли на этом этапе, я удовлетворена. Я очень горжусь, еще раз повторюсь, этим расследованием, этим фактом, что все, кто сомневались, не были уверены в том, что это могло быть государственно спонсируемое убийство, что это действительно Луговой Ковтун, получили очень строгие доказательства. То есть публично мы доказали это дело. Для полицейских этот процесс не закрыт. То есть для них, для полицейских, важно посадить на скамью подсудимых тех людей, кто совершил это преступление. Поэтому
Можно сказать, что это был очень серьезный этап, мы завершили, но дело еще не закончено.